Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 30 сентября 2020 года. Посмотрим, какой это будет день. Выпадает девятка червовая нам как карта дня, десятка бубновая, что будет помогать, и семерка червовая, что будет мешать. Девятка червовая – это карта каких-то больших скоростей. Это, может быть, новые какие-то люди появляются в нашей жизни, новые знакомства. Если вы ищете работу, то это новая работа, новая поездка, даже новая машина. Да, вот если кто-то собирался сегодня покупать, эта карта скорости очень благоприятна для того, чтобы приобретать автомобиль, сдавать на права и вообще любыми делами заниматься, которые связаны с поездками, с автомобилями. Также карта это перемен. Перемен может быть в окружении, перемен в каком-то стиле общения, или может быть это будет какая-то новая тема в вашем образовании, в вашей профессии. В общем, очень здесь все меняется, причем меняется очень быстро, неожиданно. А также эта карта может говорить о том, что мы как-то среагировать можем неадекватно на какую-то ситуацию, да, допустим, поспешим дать ответ, не проверим какую-то ошибку в бумаге или еще что-то в этом роде. А также эта карта еще связана у нас с помощью другим людям, да, допустим, может быть, от нас потребуется быстрая помощь, или нам человек придет на помощь. Хорошая карта для того, чтобы обновлять гардероб, для того, чтобы покупать какие-то инструменты, может быть. Кстати, эта карта погоды, да, изменения в погоде, допустим, ждали одну погоду, был прогноз, а там совсем другая. Что еще может быть? Все, что связано с огнем, тоже очень сегодня опасно, потому что действительно может быть там оставленная свечка, да, может дать пожар или еще что-то такое, да, электричество, допустим, какие-то шнуры на соединении каком-то слабом или еще что-то. В общем, здесь нужно быть очень внимательными с огнем. Что будет помогать? Десятка бубновая. Это открытость всему новому, это принятие этой новой информации, новых людей, учителей, да, то есть если действительно сегодня вообще вся жизнь будет давать нам такие ситуации, которые нас будут учить, да, это будут и люди, ситуации, или знаки какие-то будет жизнь давать, и мы будем стараться их понимать. То есть, вернее, если мы будем стараться их понимать, то здесь очень это благоприятно, потому что будут предупреждения разного рода сегодня. Что еще здесь может быть? Может быть какая-то проверка, анализ какой-то, может быть, ситуации финансовой. Или, может быть, те люди, которые с нами рядом, они, может быть, говорят одно, а на самом деле другое, да, и выяснится сегодня, допустим, правда. И это очень хорошо, потому что для нас, конечно, знать правду намного лучше. А для того, что будет мешать, выпадает карта семерка червовая. Это привязанность к старому. Это, знаете, привычка слушать авторитетные мнения, это нежелание спорить с близкими людьми, да, или, может быть, желание какого-то быстрого роста, но, может быть, вы хотите улучшать свою жизнь именно в том месте, в той профессии, с теми людьми, которые уже есть, да, а карты говорят, что вам все-таки здесь что-то новое сегодня будет приходить, и оно очень нужно, то есть не отмахиваться. Отношения, те, кто в поиске партнера, шестерка червовая, может быть встреча с человеком, возможно, это человек издалека, иностранец, приезжий, это человек как-то необычно выглядит, скорее всего, отличается от других людей. В общем, карта какого-то нового поворота в вашей судьбе. Те, кто в паре, шестерка трефовая. Но здесь карта говорит о том, что у вас... Давайте еще одну достану карту. Чего это касается? Да, смотрите, сегодня может быть опасность очень сильно поссориться вплоть до развода.
Будьте осторожны. Допустим, нужно принять какое-то решение, вы не подумали хорошенечко, да, вот очень горячо как-то отнеслись, отреагировали бурно, а может быть, этого не нужно было делать, да, может быть, какой-то скандал, ссора. То есть приняли радикальное решение, а оно неверное. То есть 10 раз нужно подумать, и вообще желательно сегодня никаких серьезных решений не принимать. Даже если будет какая-то эмоциональная такая ситуация, или ваш партнер будет холоден, да, или там какое-то непонимание, или вмешательство других людей в вашу жизнь, не стоит слишком резких движений делать. Вот не тот день сегодня. А для тех, кто в ссоре, восьмерка трефовая, карта говорит о том, что либо нужно, чтобы у вас была поддержка какая-то, вот, ну, для того, чтобы, допустим, помириться, может быть, важно мнение друзей или родителей вашего партнера, да, может быть, вот таким образом вы можете помириться. Или, может быть, вообще не стоит пока мириться, потому что время не то, да, может быть, услышите «нет» в ответ. Работа. Для тех, кто в поиске работы, валет червовый, какую-то денежную работу можете найти, и которая будет еще и удовольствие вам приносить. Комфортная какая-то работа. А для тех, у кого уже есть работа, туз трефовый. Но здесь карта какой-то сделки, какого-то соглашения. Может быть, вам предложат какой-то новый проект, новую должность или еще что-то такое, вот, что будет долгое время вас сопровождать по жизни, да, и какие-то обязательства вы сегодня можете на себя взять, которые вот надолго. Вот приготовьтесь к этому. Можете, конечно, и отказаться, да, но карта рекомендует сегодня на новое реагировать положительно. А для тех, у кого свое дело, шестерка пиковая, здесь в основном будут ситуации, связанные с администрацией, с законами, с проверками. Может быть, здесь подача каких-то отчетов, оплата каких-то счетов. Или, может быть, вот ваша деятельность будет связана как-то с государственными учреждениями. Может быть, какой-нибудь госзаказ или еще что-то в этом роде. Да? Также может быть какое-то... Кстати, вот эта карта судов, если у вас есть суды какие-то, вот именно с вашей деятельностью связаны, то, скорее всего, у вас здесь будет новая информация, перемена какая-то, возможно, даже выигрыш. Так, валет трефовый, это я в дополнение карту достала. Вот, знаете, скорее всего, тут еще, знаете, какая ситуация может быть? Какой-то конфликт, либо между вашими сотрудниками, либо между вами и вашими клиентами. В общем, какой-то конфликт, что может даже потребоваться вмешательство там, полиции. То есть очень даже... В общем, тоже сегодня нужно постараться не конфликтовать, уходить вообще от таких ситуаций, когда... Вот когда уже вы вступите в конфликт, его трудно будет избежать. Финансы. Для тех, кто на зарплате, дама пиковая, сегодня либо будет какой-то день, за который вы впоследствии получите достаточно денег, да, может быть, у вас какая-то сдельная оплата, или, может быть, зависит от количества клиентов, или еще что-то в этом роде, да, вот сегодняшний день он будет очень хорошо оплачен. Либо сегодня будет какое-то желание ваше исполнено финансовое, может быть, это будет даже подарок, да, может быть, это не те деньги, которые вы заработаете, но то, что деньги будут приходить сегодня, это точно. Для тех, кто своим делом зарабатывает, восьмерка пиковая, скорее всего, много разных будет продаж или много разных услуг, или вы будете связываться с большим количеством людей, чтобы вот продвигать себя. Но то, что здесь вот какая-то толпа народа. Здоровье. Сегодня какое здоровье? Семерка трефовая. Но, кстати, здоровье сегодня нужно беречь, потому что вы можете там раздражаться по мелочам, какие-то могут быть ситуации неожиданные, и все это бьет как-то по здоровью, да, то есть сегодня нужно постараться не реагировать ни на что бурно, сегодня желательно не поддаваться какому-то отчаянию или разочарованию, да, вот говорить себе, что все к лучшему, все, что происходит, все к лучшему, то есть это очень важно для здоровья.
Для тех, кто болеет, здесь может быть приобретение каких-то лекарств, поход к врачу и может быть, кстати, ошибочный диагноз вполне. Итог дня. О, замечательная карта, карта туз бубновый, которая говорит о том, что в конце дня все-таки какое-то ваше желание исполнится. Либо вот все, что будет происходить, оно оценено будет в конце дня как что-то положительное. А здесь может быть какой-то выигрыш, здесь может быть какая-то вот ситуация очень счастливая, да, вот успех, счастье, победа, когда о нас хорошо говорят, вот таким будет окончание дня. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.